Всем привет, дорогие друзья! Я сегодня готовлю ужин. Вот. Так что я начну готовить, а Сережа будет рассказывать. Я снимать буду. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. У нас сегодня действительно Маша готовит ужин такой. Простой, деревенский, никаких там наворотов не будет. Как все это будет? Давай уже отпускай, Серега, камеру на Машины ручки. Что у нас там будет? В первых строках нашего ужина будет лук. Вон сковородку опять на столе вы видите. И нашу маленькую плитку. И лук по моей просьбе. Это уже не просьба. Это Маша знает мои предпочтения. И ей тоже так нравится. Лук режем очень мелко. Кубиками очень-очень мелко. Вот. Так. Я не знаю, сколько примерно, конечно. Вот пол луковицы пока нарезала Маша. Включаем плитку и наливаем сюда растительного масла немножко. И начинаем делать ужин. Да. Плиту, значит, включили. Масло растительное налили сюда. Пусть сначала немножко разогреется. Про плитку, друзья. Многие там спрашивают, какая у вас плитка, индукционная. Нет, нет, просто стеклокерамика. Видите, она шумит. Вот этот минус этой плитки, то, что она шумит, и что-то она еще сегодня и вообще как-то шумит со звуком. Интересно так шумит сегодня вообще. Сломается, не дай бог, еще это наша плитка. Но, в принципе, купили-то прошлый год, да? Год, наверное, уже плиту как используем. Или когда ее покупали? И ей там покупали. Греется? Странно. А греется? Странно Нет, хоть? работает. Да. Греется, да? Вот так чуть-чуть Добавлю. На 800 или сколько там добавил. Короче говоря, у нас ужин не задался с этой плиткой. Она действительно шумит как-то. Жук-жук-жук-жук-жук-жук. Как будто что там в пропеллер что-то попало. Вроде не так шумело, ровненько шумело. Ну ладно. Если что, переберемся на ту здоровую плитку. Плиту, вернее, уже не плитка, а плита. А что, этот самый лук? Пол луковицы только хватило, да? Хватит, да? хватит. Для нас хватит. Мы не очень много, чтобы Лука много было, да? не было много. Ну, я-то точно не люблю очень много лука. Я люблю лук в котлетах люблю. Ну, и с фаршем, естественно. Когда вот так... печень готовим, да. Вот тогда как бы надо. Ну, потому что этот лук превращается в соус там. Да, да. Вот это как бы у нас там туда побольше идет лука. А вот в таких мы не очень много стараемся класть. Поменьше. Плитка сломалась. Это однозначно что-то не то, да? Так, значит, добавляем лук. Первая составляющая ужина нашего – это лук. Лук и немножко обжарим этот лучок. Так, дальше беру я терку и пропускаю морковку через терку. Морковка у меня вон какая твердая, своя морковка еще. Ну, уже, да, февраль, у нас подвал, не так сказать, что холодный. Еще один такой момент, что спрашивают, почему у вас дома такие высокие. У нас подпол, друзья, очень высокий подвал. Подвал в рост человека, там хранятся наши овощи, наша консервация и все такое. И он не отапливается, но он получается теплый. Там плюс 6 градусов. 4-5. Ну, это когда холодно. А вот в теплые дни там плюс 6, плюс 8 даже бывает. Вот. А так вот зимой, когда 20 градусные, 20 минус, там 4-5 градусов. Но это еще от того, что морковку я долго хранила на веранде. Холод. Такой холод был еще. Вот из этого дольше, значит, держится, сохраняется эта морковка.
Ну вот сегодня такое начало приготовления ужина, такой разговор о том о чем. Так. Лучок жарится, плита шумит. Морковка готова и ждет тоже отправки, чтобы пожениться с луком. Чтобы не пригорело, немножко перемешаем. Сделаем простой ужин. Конечно, у меня здесь на столе фарш я взяла. Можно, конечно, и мясо, но я хочу сделать с фаршем. Мы частенько так делаем. Потому что фарш быстрее готовится. Да. А пока мясо ждешь, и спать потом надо будет. И Так тем что- более фарш, он более мягкий для желудка, чем мясо. Да, ну и вот мы частенько вот делаем так, с фаршем макароны. Кладем морковку сюда тоже. Немножко потушим тоже здесь. Отдельно. Пока от мяса. От фарша, то есть и не от мяса. У меня же фарш, не мясо. Ну, фарш-то мясной, середина. Так, еще добавлю немножко масла. Так, немножко накроем крышкой. Пусть немножко протушится, так ведь. Да, помягче станет. У меня здесь помидоры. Сейчас я пока эти помидоры размельчаем это все на маленькие кусочки. Режем. Ну, типа, получается как соус, что ли, или как он называется. Да, типа соус, только из вот этих томатов. Консервированные томаты. Вот, очищенные. Где-то штук, сколько, я уже забыл, 5 было, наверное, да? 5 помидоров. Если будет мало их, на нашей сковородке можно всегда добавить или сами помидоры, или даже вот эти, вот этот томаты в собственном соку, которые, ну, этот рассол, или как это правильно, маринад. Маринад вкусный у них, отлично. Ну вот. Это подготовили. В сторонку положу. Ух ты! Еще жарится, еще парится. Теперь сюда добавляем мясо. Мясо. Фарш. Ну, какая разница? Добавляем. Мясо, фарш, Все время фарш. говорится мясо. Мясной фарш. Так, фарш добавили. Теперь посолим это все. Подсаливаем. Дальше у меня здесь перец. Поперчим. Беру чеснок сушеный. Немножко насыплю чеснока. Это придаст очень аромат такой замечательный. Так. Дальше у меня приправа для мяса. А можно использовать любые приправы, кому какие нравятся там. Для свинины, для... Что там? Ух ты. Фарш уже стал менять цвет, да? Вот поэтому очень быстро это все делается, все готовится. И быстрый ужин такой получится у нас. Не надо долго возле плиты стоять. Любим, чем быстрее, тем лучше. Стараемся, потому что
Быстро, время. просто и вкусно. Да. Никогда, скажи мне, еще раз с тобой церемониться Вот именно. изысканными блюдами. Работы много по дому, так что чем быстрее делается, тем попроще и тем вкуснее получается. Ням-ням. И там. Сюда добавляем сейчас помидоры у нас пойдут. Перекладываем помидоры сюда. Ой, друзья, аппетитно так, вообще супер. Прям супер-супер. Красота. Так, друзья, добавили еще вот этот маринад, который в помидорах в собственном соку. Маринад очень вкусный такой. И вот долго с этим мясом церемониться не будем. Потому что фарш он готовится очень быстро. Так ведь, Маша? Да. Да. И сейчас добавим сюда, знаете, основную составляющую, это, друзья, макароны. Берите любые макароны. Я просил ракушки и получил, естественно же, получил простые перья. Все как было задумано. Добавили макароны и добавляем сюда воду. Такой а-ля плов, макароны, а-ля макароны по-флотски. Закрываем макароны водичкой. Придавим, чтобы вода испарялась, макароны готовились. Даже можно еще чуть-чуть водички добавить. Ставим на маленький огонь, закрываем крышкой. Сейчас попробую на соль еще. На соль, да. Надо добавить надо соли. Это уже ты рулевой там. Немножко добавляем соли. Я доверяю твоему вкусу. Но я на глаз. Так что Глаз у тебя отличный, глаз алмаз. глаз алмаз. Глаз Я на алмаз, глаз. все сходится. Так. Всегда. Да и за столько лет муж и жена, одна сатана уже там. Все предпочтения одинаковые. Ну вот. А Что теперь там все будет? закрываем. И пусть у нас до готовности будет тушиться. До готовности макарон, да? Да. Вот так. Пускай приготовится наш ужин, а мы немножко выключимся. Так сказать. Немножко выключимся, потому что в начале ролика наболтали на 2 фильма уже, товарищи. Зрители скажут, надоели вы со своей болтовней. Вот так. Но хотя нет, вот многие зрители говорят, зачем нам ваши рецепты? Я очень много уже читал таких комментариев. Вы знаете, друзья, мне даже и приятно это слышать. Говорит, зачем мы, говорит, смотрим вас, как вы там вместе общаетесь, как сидите на кухне, разговариваете, истории всякие рассказываете. Вот это, ну, по пути, конечно же, и рецепт, говорит, смотрим. Вот. Ну, у нас действительно такой ролик. Этот-то точно получился ролик болтовня. Но ничего, ужин-то тоже есть. Ужин Ужин-то готовится. есть, да, ужин готовится, и в скором времени мы будем ужинать. Да, сидеть, ужинать, за кадром целоваться. Маша стесняется. Ну-ка, поснимаю. Вот как там варится все. Это да, это перебор, чуть-чуть немножко убрать. А дальше пускай так и еще будет. Все отлично. Все, ждем, друзья. Друзья, прошло 30 минут. Вода вся испарилась. Макароны готовые. Добавляем сливочное масло и ждем, пока она растает. Вот этот кусочек пускай растает.
Закрываем, но это быстро растает масло. Ну, практически уже блюдо готово, друзья. Все. Остались несколько штрихов. Все. Довольно-таки быстро этот ужин в приготовлении. Недолго. С мясом, конечно же, если уже мясо, многие мясо же отваривают заранее. Ну, делают это все. И потом с разными, например, мясо пожарили, протушили, приготовили, в холодильнике держат и разные гарниры к этому мясу. Вот. Если было бы мясо заранее приготовлено, то вообще бы времени только на готовку макарон добавили и все. Шумит наша плита, значит живая еще. Так, масло наше растаяло, сейчас мы это все перемешаем. Друзья, у нас уже плитка выключена. Просто сейчас вот перемешаем фарш, макароны осторожненько. Снизу все. Чтобы это все перемешалось. Это наша красота, смотрите. Ну действительно как какое-то золото. Смотрится очень суперски, наша вообще. Деревенские ужины всегда самые замечательные, простые блюда вообще. Типа и макароны по-флотски, типа а-ля плов из макарон с фаршем. Вот так. Все, друзья. Завершающий штрих это просто под крышкой само будет доходить. Плитка у нас выключена, но мы из розетки просто не выключили. Она пока горячая эта плитка, она будет шуметь. А так уже все выключено. Так. Немножко, чуть-чуть буквально. Вот смотрите, какая красота, друзья. И сейчас будем снимать пробу. Смотрите как. Горяченько, красивенько. Много фарша, мяса, макароны, морковка, лучок. Никакой каши там нету. Все как бы все макароны рассыпчатые, фарш рассыпчатый. Прелестно, прелестно. Маша прелестно. По традиции, конечно же, Маша будет снимать пробу. Хотел что-то сказать. Вкусно? Вкусно. С мясом. Вообще шикарно, да? Я тоже буду потом после съемок ужинать и кушать такую красоту и вкусноту. Вот смотрите, как все приготовилось, друзья. Видите? Ничего тут не разварилось, ничего тут не склеилось. Все замечательно. И если вам лень возиться с мясом, пожалуйста, вон есть фарш. Пускай у нас он покупной фарш, но замечательный. Мы знали, где покупать. И этот фарш замечательный. Мне понравился фарш сам, даже в состав, когда вот разморозили, очень такой фарш. Я сразу Маше сказал, говорю, фарш первоклассный. Вообще замечательный. Вкусно, да? Хороший ужин. Во. Конечно. Все приправы угадали, все нормально, да ведь? Все вкусненько, замечательно. Just good. Четкую оценку Маша сказала, значит это вкусно, значит это замечательно. На прошлом видео, помнишь, с капустой пирог мы делали, там был комментарий, так говорит, а почему, говорит, первый кусок не мужу? А почему первая тарелка Маше? Потому что это Маша делает. И еще я шутку написал, боится отравиться. Да. Вкусно, да? Так что ужин очень вкусный. Все приготовилось. Аромат мяса с приправами. Все классно. Все очень вкусно. И еще раз подтверждается такое мнение, что все самое простое, быстрое и по-простому, по-деревенски это всегда вкусно. Вот. Да. Всегда вкусно. Быстренький ужин за полчаса. И, пожалуйста. С овощами. Да. Все. И на много людей можно наготовить так очень быстро. Тут
роль не зависит, сколько ты, на скольких человек ты готовишь. Можно на 10 приготовить, такое же время потратишь. Мгм. Вот так. Все замечательно. Ужин просто прекрасный. Ну и Маша, конечно, очень замечательно это все сготовила. Спасибо, Машенька, за очередную вкусную готовку. Вот так. Ну, а теперь мы ролик, друзья, будем заканчивать. Всем говорим до свидания, до новых встреч и до новых добрых рассветов. Всем пока. Я буду после того, как закончу съемку, тоже буду ужинать этими прекрасными макаронами с мясом и с фаршем. Какая разница, с чем они макароны? Главное, приготовлено с любовью. Мгм. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Готовьте вместе с нами, готовьте лучше нас. Ой, открывай. Ой, красота, друзья.